Всем привет, это Кинолания. Свежак подвезли, и поверьте нам, есть о чем вам рассказать сегодня. Одна из самых ожидаемых премьер ноября стартовала на больших экранах уже сегодня. Мир снова охватило сияние, а все потому, что в кино стартовал «Доктор Сон», продолжение одной из самых успешных экранизаций Стивена Кинга, того самого «Сияния». Here's Johnny. На то, чтобы написать продолжение «Сияния», у Стивена Кинга ушло больше 35 лет. История разворачивается спустя много лет после кровавой бойни в отеле «Оверлук». Сын Джека Торренса, Дэнни, теперь уже взрослый мужчина. Его сломали события, которые произошли с ним в детстве. Он все еще борется со своими внутренними демонами и всеми способами пытается наладить нормальную жизнь. Дэнни не один обладает даром сияния. Он устанавливает связь с другой сияющей девочкой по имени Абра. Она невероятно сильна, и за ней начинают охоту члены культа «Истинный узел», которые питаются сиянием. Дэнни с Аброй попытаются дать бой злодеям. Известно, что сам Кинг терпеть не мог кубриковское «Сияние» и считал, что режиссер не уловил сути его книги. «Доктор Сон» — это скорее продолжение фильма, в который потихоньку вплетается книга, и в итоге это превращается в комбинацию и того, и другого. Сам Кинг, кстати, в «Докторе Сне» выступал в роли продюсера, консультанта и сценариста. Ставить столь ожидаемое кино доверили не какому-то новичку. Режиссерское кресло занял Майк Флэнеган. К своим 40 годам он уже зарекомендовал себя как топовый режиссер, который ставит малобюджетные, крутые хорроры. На его счету, кстати, уже есть экранизация Кинга, он снимал «Игру Джеральда». Кроме того, он также ставил довольно неплохую «Сомнию» и топовый сериал «Призраки дома на холме». Ну и актерский состав подобрали не абы какой. Юэн Макгрегор сыграл повзрослевшего Дэнни, а роль главной злодейки ушла Ребекке Фергюсон, той самой из «Миссии невыполнима». Их игра – жирный плюс для всей картины. Ну а вообще главное в экранизациях Кинга – это все же атмосфера, тягучее постоянное ощущение страха. Это в «Докторе Сне» сумели сделать отлично, и получился красивый и жуткий хоррор продолжительностью в 2,5 часа. Возможно, он не такой страшный, как «Сияние», но вашего внимания «Доктор Сон» точно заслуживает. Ну а чтобы вернуться в атмосферу отеля «Оверлук», не забудьте перед походом в кино пересмотреть «Сияние». Привет, Дэнни. «Доктор Сон», к слову, вовсе не единственный мистический триллер этой недели. На больших экранах стартует отечественный ужастик «Девятая». Об этом фильме и других новинках этой недели расскажем прямо сейчас. Начинаем с «Девятой». Петербург конца 19 века увлечен оккультизмом и эзотерикой. Британка-медиум Оливия собирает на своих спиритических сеансах толпы людей. В это же время в городе происходит серия ритуальных убийств. Изувеченные тела девушек находят в разных концах города. Дело становится все запутаннее, и подозрение приводит офицера Ростова к Оливии, ведь ее способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы. А еще до наших экранов наконец добралась лента с жутко знакомым названием «Во все тяжкое» с Джонни Деппом. В оригинале она называется «Профессор». Это кино, само собой, о профессоре, которому ставят серьезный диагноз. Это снимает с него все запреты. Наш герой решает жить на полную катушку. В кино покажут и боевик «Невиновен» кабардинского производства. По сюжету бывший сотрудник спецслужб возвращается на Кавказ, работает егерем в горах. Он уговаривает своего брата отправить племянника Азамата на учебу в Москву, но в столице юношу убивают. Съедаемый чувством вины и движимый желанием найти и наказать виновного, дядя отправляется в столицу. Как он поступит в соответствии с традициями кровной мести, по закону или по совести? Ответ на этот вопрос и даст фильм. А еще в кино показывают антиутопию «Райские холмы». История развернется на высокотехнологичном острове Райские холмы. Богатые семьи отправляют сюда несовершенных дочерей, чтобы преобразить их по своему желанию. Красота, покорность и непорочность – вот путь к новой жизни. Прекрасное будущее ждет только тех, кто готов подчиняться правилам.
Ну и новинка для детей – мультик «Клара и волшебный дракон». Это история о волшебном мире, где раз в 1000 лет появляется дракончик. Злодеи похищают маленького огнедышащего, но сразу теряют. Его находят двое друзей – енот и гном. Они отправляются в путь, чтобы вернуть дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с Кларой и ее 3 забавными обезьянками. Смогут ли герои вернуть дракона домой? Само собой, говорим не только о новинках, прямо сейчас коротко о других фильмах из репертуара кинотеатров. Сегодня мы много говорим о страшилках, и здесь у нас тоже бомбический триллер. Выбор этой недели – сатирический черный комедийный хоррор с социальным подтекстом. Один из лучших фильмов 2017 года «Прочь». Крис – молодой успешный фотограф, и он темнокожий. И есть у него девушка, а вот она белая. И вот едут Крис и его девушка Роуз знакомиться с ее родителями. Они вроде бы прогрессивные и ни капли не расисты, вот только с каждой секундой чувство безотчетного страха все больше и больше накрывает Криса. Наверняка вы уже причислили «Прочь» к сотням гипертолерантных фильмов последних лет. Не спешите. Джордан Пил, который дебютировал с «Прочь» в качестве режиссера, до этого много лет был успешным комедиантом. Именно поэтому его картина получилась легкой, простой и понятной. Это кино не только для тех, кого тема расизма коснулась напрямую, оно для всех. И кассовые сборы в итоге это доказали. С бюджетом в $4,5 миллиона «Прочь» заработал в итоге 255 миллионов. Ну и обязательно нужно сказать и об актерах. Крис в исполнении Дэниела Калуи получился очень настоящим и живым. Ну а семейство Роуз – это же просто настоящее киношное чудо. Правда, больше ничего говорить не буду, остальное увидите сами. И по возможности старайтесь даже трейлеров не смотреть, не спойлерите себе сами. «Прочь» – это безостановочное действие и шокирующие повороты сюжета. Здесь нет зомби или жутких оборотней, но менее страшно от этого не становится. За счет оригинального сюжета, за который «Прочь», кстати, получил Оскар, этот фильм смотрится на одном дыхании. Подводя итог, пока все снимали однотипные драмы о притеснении чернокожих, с надрывом и слезами говорили о несправедливости, Пил снял кино, которое поднимает все те же проблемы, но при этом не отталкивает массового зрителя. Минимум пафоса, максимум экшена в замкнутом пространстве. Скучно вам точно не будет. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.